Этот дом по улице Базоркина, 64 давно является объектом повышенного внимания. Жители старых зданий ждут заселения с 2018 года. Сейчас объект на стадии завершения. Оценить качество работ можно уже сейчас. О качестве здесь действительно позаботились. Неудивительно, ведь на памяти малгобекчан это самое длительное строительство многоквартирного дома. Если отбросить проблему со сроками, растянувшихся почти на 5 лет, новое здание отвечает всем нормам современного жилья. Просторный подъезд, комфортные жилые помещения, все коммуникации подведены, а метраж каждой квартиры был увеличен минимум на 5 квадратов. Все работы завершены. Также госстроем уже проведена итоговая проверка на соответствие дома всем требованиям и нормам. И думаю, в ближайшее время уже будет заключение положительное, что дом соответствует всем требованиям и нормам. Пятиэтажный дом по программе «Ветхое и аварийное жилье» построили вместо 2 трехэтажек. По словам надзорных органов, многострадальные жильцы 64-го дома – частые гости в этом секторе. Они уже давно наблюдают за ходом строительства, ждут с нетерпением, ведь все это время им приходится пережидать на съемных квартирах или у родственников. Вопрос, как так получилось, что обычная стройка растянулась на столько времени, до сих пор актуален. Строительство велось, контроль качества тоже велось, но по определенным проблемам подрядной организации, по неясным причинам строительство было остановлено и не завершено. Но потом долгое время объект стоял, и были многочисленные обращения граждан, жильцов, которые должны заселиться по программе «Ветхое жилье» в этот дом. И потом было дано поручение главой Республики Ингушетия завершить данное строительство. Уже в конце 2020 года было дано поручение. И благодаря фонду, Национальный фонд развития Республики Ингушетия, профинансирование данного фонда строительство было возобновлено. И на данный момент строительство завершено. И сейчас в данный момент ведутся работы по оформлению документации по вводу объекта в эксплуатацию. Прежняя подрядная организация «Профстрой» не выполнила свои обязательства, проигнорировав все условия заключенного контракта. Пока не ясно, какие санкции ждут недобросовестного подрядчика и надзорных органов, проигнорировавших грубые нарушения. Новая организация, взявшись за строительство в конце 2020 года, завершила объект в кратчайшие сроки, полностью удовлетворив требования Министерства строительства региона. Когда возобновлено, тоже подрядной организации были применены качественные материалы, и велись рабочие, были квалифицированы, и работа хорошим темпом была завершена. Помимо здания также облагородили территорию, появилась зеленая зона, а для местных ребятишек возвели игровую площадку. Парковочные места распределили строго по проекту. Въезд во двор сделали круговым. Сейчас идет процесс оформления всех необходимых документов для передачи дома на баланс местной администрации. Точных сроков жителям до сих пор никто не дает, однако ясно одно – пятилетняя история с переселенцами по улице Базоркина, 64 совсем скоро завершится. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.